Известные китайские компании выразили заинтересованность таджикским рынком. Авиакомпания Somon Air рассматривает возможность открытия рейса по маршруту Душанбе-Кашгар. Министр обороны Китая Ли Шанфу посетит Россию. Минобороны России сообщил о начале внезапной проверки на Тихоокеанском флоте. Возможности сотрудничества в разных направлениях обсуждены на встрече руководства Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана с представителями компании Matsu Bridge Technology Ltd, Alibaba и ряд других известных китайских компаний. Об этом сообщает пресс-служба таджикского ведомства. Отмечается, что на встрече, которая прошла в минувшую среду в Душанбе, стороны обсудили вопросы о сотрудничестве в сферах транспорта и логистики, сельского хозяйства, туризма и в других приоритетных направлениях. Представителям китайской компании была представлена информация об инвестиционных возможностях в Таджикистане, в частности о налоговых и таможенных льготах. Китайские компании выразили заинтересованность в открытии своих представительств в Таджикистане, говорится в сообщении. Китай за сравнительно короткий промежуток времени превратился в главного инвестора Таджикистана. Аналитики опасаются, что экономика Таджикистана не справится с долгами, получаемыми от Китая, и в скором времени не сможет противостоять колонизации ресурсов со стороны китайских крупных компаний. Руководство авиакомпании Somon Air 13 апреля встретилось с делегацией города Кашгар Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. Делегацию возглавил мэр Кашгарского городского народного правительства Ясинджан Яхэб. На встрече были рассмотрены вопросы сотрудничества в области авиации. В частности, были обсуждены вопросы возможности открытия рейса по маршруту Душанбе-Кашгар-Душанбе. Мы рассматриваем город Кашгар как одно из направлений КНР, куда могли бы в среднесрочной перспективе открыть рейсы. Это, безусловно, сблизит наши страны еще больше. Мы намерены приступить к изучению вопросов открытия рейса, отметил гендиректор Somon Air Абдулкасим Валиев. По итогам встречи стороны обменялись мнениями по ряду вопросов, касающихся развития взаимовыгодного сотрудничества. На сегодняшний день у Somon Air есть рейс из Душанбе в Урумчи. Он был возобновлен с 8 февраля этого года после трехлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса. Министр обороны Китая Ли Шанфу посетит Россию по приглашению главы российского оборонного ведомства Сергея Шойгу. Визит китайского министра назначен на 16-19 апреля. Пресс-секретарь Минобороны Китая Тан Кэфэй, слова которого приводит НБД, сообщил, что в ходе визита в Россию Ли Шанфу проведет переговоры с российскими военачальниками и посетит военные учебные учреждения. В начале марта Сергей Шойгу поздравлял Ли Шанфу с назначением на должность министра обороны Китая. В телеграмме он отметил, что российско-китайское военное сотрудничество выше на качественный новый уровень. 30 марта китайское оборонное ведомство заявило о готовности сотрудничать с Россией для защиты международной безопасности. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о начале внезапной проверки на Тихоокеанском флоте, который поднят по тревоге в полном составе. Его приведут в высшую степень боеготовности. Начальник Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов поручил в ходе проверки взять на отдельный контроль готовность стратегических подлодок к применению оружия, передает «Коммерсант». Целью проверки названо наращивание способности решать задачи по отражению агрессии вероятного противника. По словам Сергея Шойгу, в рамках проверки будут отработаны действия по отражению высадки противника на Южные Курильские острова и Сахалин. Руководить проверкой будет главнокомандующий военно-морским флотом России Николай Евменов. В последний раз внезапная проверка на Тихоокеанском флоте проводилась в ноябре 2022 года. Тогда была проведена внезапная проверка экипажей кораблей Приморской флотилии по организации борьбы за живучесть. Однако нынешняя проверка анонсирована как более масштабная.